Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Необычная обстановка, это просто обстановка в комнате моего сына. Давайте погадаем на очень интересную тему «Вы его глазами». Эта тема любовная. Мы с вами посмотрим, как вас видит загадный человек, с которым у вас какие-то любовные отношения, или которого любите вы, или который любит вас, или была история любовная. Ну, в общем, эта связь должна быть именно не дружеская какая-то, да, а именно вот, чтобы была там хотя бы в будущем какая-то любовная история тоже, что вы рассчитываете на этом. И у нас с вами будет 3 позиции. Видите, как коты из снов, да, Dreaming Cat. Может быть, еще как-то, может быть, мечтательные коты. Такая интересная колода Таро. Первая карта покажет ваши чувства к загадному человеку, как вы к нему относитесь. Потом мы посмотрим, что вас связывает, что он чувствует к вам, и как он видит вас, вот какое у него о вас мнение на самом деле. Что он в душе вот ощущает, какой вы человек, да, и как он вас видит на будущее. Смотрите, как карты сегодня переворачиваются. Вот эта карта сила, значит, нужно укращать. Укращение строптивого идет. Если вы слышите цоканье, это мой пес Демид. Итак, первая карта, как я уже говорила, что вы чувствуете к загадному человеку, с которым у вас, ну, хоть какая-то любовная там история, да? Или будет, или была, или вы надеетесь, или у вас есть уже с ним какие-то отношения. И первая позиция — розовое сердечко. Вторая позиция — красное сердечко. И третья позиция — оранжевое сердечко. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, вы его глазами. Гадание на отношения. Первая позиция — розовое сердечко. И первая карта — ваши чувства к этому человеку. Ух ты, вышла карта 13-й аркан. Вы знаете, эта карта, она говорит о том, что ваши чувства претерпели очень большой кризис. Может быть, вы действительно расстались, развелись, или очень сильно потрясение какое-то было, да, очень сильное потрясение, и вы разочаровались в этом человеке, или ваши чувства просто взяли в один момент, умерли. Вы знаете, эта карта, она всегда показывает очень сильную трансформацию. Может быть, иногда по ней такое, что у вас были одни чувства к человеку, ну, например, там, родственные, дружеские, рабочие, там, коллектив, да, а потом резко, как молния, эти чувства сменились на другие, то есть прошлому пришел конец, вы встретили новое будущее, поняли, что это любовь. То есть вот так вот раз и поразило, да. Но именно по этой карте произошли резкие, неожиданные изменения в чувствах. И еще, то, что связывало раньше, этому тоже пришел, возможно, конец, да. Ну, допустим, раньше были рабочие отношения, а сейчас никакие рабочие отношения уже строиться не могут, потому что вы ощутили любовь. Вот, поэтому карта кардинальная. Либо людей вот показывает, которые с кем-то расстались. Допустим, вы с этим человеком расстались раз и навсегда, как вам кажется, и у вас вот такой вот кризис. Либо просто очень сильное изменение в чувствах. Хорошо, давайте посмотрим, а что этот человек чувствует к вам. Ой, тоже такая же карта, 4 мечей. У вас карты очень-очень в чем-то похожи. Затишье такое, молчание. Человек раньше как будто бы испытывал к вам, допустим, сильную любовь, потом что-то случилось, и все как-то сломалось, и потом, возможно, даже была обида, а потом успокоение вот такое, как, ну, как бы как рана затягиваться начала. Если же этого не было, то карта говорит о том, что сейчас чувства этого человека по отношению к вам просто спят. То есть они еще не пробуждены.
Человек испытывал к вам раньше сильное сближение, притяжение, ну, в плане как к близкому человеку. А сейчас вообще все спит. Вот как будто бы оно куда-то вот ушло, затерялось где-то, да, в его других каких-то отношениях, жизни. И карта показывает вот как будто бы молчание, да, но, знаете, эта карта еще исповеди. То есть по этой карте человек может молчать, но очень хотеть выговориться в вашу сторону. Так, ну, а как высшие силы видят в будущем ваши отношения вообще? Ой, тут прям двойка кубков показывает, что у вас может в будущем быть гармония в отношениях с этим человеком. Ну, допустим, если особенно еще ничего не начиналось, то прям может быть любовь. Если уже все прошло, карты показывают, что есть шанс на возрождение. Ну, конечно, гарантировать я вам не могу, да, но эта карта показывает в будущем взаимную любовь. То есть, как видят высшие силы в будущем ваши отношения, как взаимную любовь, понимаете? Но именно взаимную любовь, когда люди вместе. Именно как вместе. Давайте посмотрим, вот как он вас видит, каким человеком, вот какое у него мнение о вас. И мы здесь видим карту шестерка пентаклей. Этот человек на самом деле очень хорошего мнения о вас, как о человеке. Он считает, что вы справедливы к людям, что вы вкладываете силы в любые взаимосвязи, так же, как и равно с другими людьми. То есть вы стараетесь отвечать. Не просто, чтобы вот кто-то вкладывал силы в вас, а вы бы не отвечали. Нет, вы довольно справедливы в этом плане. И если кто-то вам что-то делает хорошее, вы всегда стараетесь сделать хорошее в ответ. Карта также показывает весы, то есть это даже может быть знак зодиака весы, да, обозначать, что вы также прекрасны, дружелюбны, альтруистичны, как весы, как этот знак зодиака. Но также это все-таки и пентаклевая карта. Поэтому вы можете быть очень трудоспособны, прилежны, ответственны. Вот так вас видит человек. Интересно. Ну и давайте посмотрим, а как он вас видит для отношений. Туз пентаклей, как некий шанс, как подарок судьбы. То есть на самом деле этот человек считает, что если, допустим, у вас в теории, да, могли бы быть еще отношения там, или просто в будущем отношения, то это было бы для него очень важным шансом. Как будто бы это было бы для него как реабилитация какая-то в жизни. Или как будто бы вы для него как подарок судьбы, но он даже не верит в свое счастье. То есть вот настолько. Ну вот такая интересная первая позиция. Вот видите, как раз и выколупали мы из него все его мнение, там, да, подноготную всю его в подсознании. Так, вторая позиция, красное сердечко. И первая карта покажет, а что вы к нему чувствуете. Король пентаклей. Ну, скорее всего, вы к этому человеку очень серьезно относитесь. Очень серьезно, вот такая глубокая любовь, привязанность, ответственность за этого человека чувствуете. То есть он для вас очень важен, вот как личность этот человек очень важен. Король пентаклей – карта, показывающая всю серьезность ваших намерений к этому человеку. Вы бы с удовольствием женились, вышли замуж, да, ну все зависит от вашего пола. Или вы уже в этой связи находитесь и любите этого человека как мужа или жену, как очень близкого, да. Карта также показывает, что вы в этом человеке видите какой-то эталон, ну вот какой-то идеал, что ли, для себя, понимаете? То есть вы его видите очень таким хорошим человеком. И вот именно с таким человеком хотелось бы быть в жизни, да, строить отношения. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что этот человек вам чувствует. Ой, мы здесь видим туз кубков. Конечно, карта показывает, что этот человек вас очень сильно любит, очень сильно. У него фонтан эмоций, когда он вас видит, ему хочется вилять хвостом, можно сказать, даже так. Разные чувства, целая гамма разных чувств. Если вы улыбаетесь, этот человек очень счастлив. Если вы молчите или сердитесь на него, у него горе, понимаете? То есть его кидает из стороны в сторону, из крайности в крайность.
Он все внутри переживает по поводу вас очень остро. Он может ревновать, может очень реагировать на какие-то обычные вещи, которые с вашей стороны идут, эти вещи. Вы могли бы сказать что-то простое, обычное, а он это уже передумал в другую сторону, уже по-другому думает, там, да, что это в его там сторону намек, какой-то намек, вот так. То есть он это именно так воспринимает, что вы все время намекаете. Вот. Но у него к вам очень сильные романтические переживания, прям страсть такая, ну и прям любовь, любовь, любовь. Хорошо. А как в будущем видят ваши отношения высшие силы? Ну, мы здесь видим, значит, 7 мечей, как будто бы тайные какие-то отношения. От кого вы их будете скрывать, я, конечно, здесь не знаю, это общий расклад, но карта 7 мечей показывает, либо я тебя у всех украду, потому что люблю, как у Ирины, по-моему, Аллегровой, либо другой вариант, что начались тайные отношения, и люди не могут сопротивляться этой тайной страсти. Вот так. Ну, либо, если вы, допустим, женаты, еще такой вариант можно рассмотреть, то 7 мечей показывает, что вы себе будете устраивать там, с мужем, с женой свидание под луной, тайные поездки куда-то, там в тайне, может, даже от своих детей, то есть что-то такое. Хорошо, давайте посмотрим, а как он вас видит, вот какое у него мнение о вас, у этого человека, мнение. Так, мы здесь видим мнение, это суд. Суд показывает, во-первых, что этот человек считает, что у вас кармическая связь друг с другом, что он вас встретил вообще на своем жизненном пути не зря, что у вас прям завязан кармический узел на отношениях, представляете? Даже такое. И, конечно, он считает во многом, вы его возрождаете, исцеляете, что вы вообще человек-целитель, или человек, который вот пробуждает, да, какой-то даже способности, ясновидение пробуждает. То есть вы его мотивируете в жизни. Вы человек-мотиватор и очень позитивный человек. И тот человек, которого все видят, ну вот как бы очень вы заметны среди других людей, как в толпе, вот, допустим, все куда смотрят? На вас, он считает. А как он вас видит для отношений с собой, да? 5 пентаклей. Видит, да, опять же, мы видим кармические отношения, очень серьезные испытания, что люди друг друга любят, жалеют, поддерживают, но в испытаниях, что для отношений сейчас очень много препятствий. Вы как, ну не знаю, Ромео и Джульетта, Лукас и Жади, вот что-то такое. И вы знаете, еще эта карта, она показывает, что вот бедные мы горемычные, вот мыкаемся мы, но и расстаться не можем. Вот так, понимаете, вот так вот это все видит. Ну, такая интересная вторая позиция. Ладно, страсти у нас мордасти пошли. Теперь оранжевое сердечко. Вы его глазами, у нас тема расклада. И первая карта, что вы к нему чувствуете сначала, смотрим, да? Королева мечей. Ну, скорее всего, холод. Холод и злость, ненависть, презрение. Вот такое вот. Ну, либо строгость какая-то. Может быть, вы, например, любите, но ревнуете. Или требуете чего-то от этого человека, чтобы он что-то выполнил. Какое-то ваше условие. Королева мечей также показывает, что вы видите перед собой ясным взором соперника или соперницу в любви, все зависит от вашего пола. И ну, не можете мимо пройти, вас это очень сильно бесит и раздражает. Королева мечей такая карта, острая. Она для чувств именно вот может даже показывать, что вы его ненавидите, или что этот человек вас очень сильно обидел, и вы заморозили свои чувства к нему. Вот так вот. А что он чувствует к вам? Давайте узнаем, что этот человек чувствует. И вышла карта Иерофант. Такая очень интересная карта. Она показывает, что человек испытывает к вам духовную любовь. Вот понимаете, именно духовную, платоническую любовь. Или, может быть, рассматривает вас как друга. Ну, или там соратника по работе, например. Но если даже друг или соратник по работе, сотрудник по работе, но есть сильное
так, духовная привязанность и внутреннее понимание человека. Вот так. То есть вы можете по королеве мечей, кстати, если это все-таки с работой связано, тоже относиться к этому человеку просто по-деловому и холодно. Это тоже может быть. Но он по иерофанту вот все равно чувствует с вами единение какое-то, платонические чувства у него есть, душевность. Такая, вы знаете, вот как он вас воспринимает, все равно очень так хорошо и уважительно. Либо это просто вот очень сильная такая светлая любовь, но любовь непорочная, то есть которая не затемнена, допустим, дикой страстью, какими-то эротическими желаниями. А человек именно глубоко уважает другого человека и любит его за его личность. То есть вот такая именно карта интересная. Так, хорошо. А как в будущем высшие силы видят ваши отношения вообще? Ну, эта карта, вот восьмерка пентаклей, опять может намекать, что это отношения по работе. Но если нет, то это серьезные отношения, которые выстраиваются кирпичик за кирпичиком. Молоточком постучали, еще что-то исправили, еще что-то сделали, да. То есть день за днем, час за часом люди привыкают к недостаткам друг друга, притираются друг с другом. Конечно, восьмерка пентаклей сильно страстных отношений не показывает, но она может показывать очень прочные, брачные отношения, многолетние, где люди вместе трудятся на благо своей семьи. Вот. Ну, также, если вы просто связаны по работе, то в будущем вот ваши рабочие отношения или там совместная учеба. Хорошо. Давайте теперь тогда посмотрим. Давайте узнаем. Как этот человек видит вас, ну то есть как человека, что он думает о вас. И мы здесь видим восьмерку кубков. Он считает, вы ускользаете, то есть вы иногда ему совершенно бываете в какой-то момент непонятны, как будто бы вы бежите от него, как будто вы прячетесь от него. С одной стороны он вас понимает, а с другой стороны он считает, что вы ищете в жизни свое счастье, и вы его как будто бы еще не до конца нашли. Может быть, именно из-за этого он вас все больше понимает, что у него были тоже такие же чувства, или они его посещают периодически. Он считает вас кочевником, путешественником, или человеком, который любит, знаете, вот ночь, романтику, луну, воду, море, водоемы. И считает, вот у вас есть в этом очень сильная близость. А как он вас рассматривает для отношений с собой? Тройка мечей. Он, знаете, как считает, вы друг друга обязательно обидите в будущем. То есть, если, мол, будут у вас отношения или продолжатся отношения, те, которые есть, то обязательно это будет обида какая-то в будущем. Очень интересно в этом плане, что загадный человек боится даже травм, которые может нанести вам, или вы можете нанести ему. Если же у вас уже была история, вы уже нанесли друг другу травмы, да, и тогда он считает, что если у вас будут снова, допустим, отношения, но обязательно с обидой. Вот так. Он боится этой обиды. Очень интересно. Ну, вот такая вот у нас интересная третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.